Сегодня проведу афишу в очень красивом, уютном, мелодичном заведении в коротком баре по Куджампу. Если у вас поет душа, то вам именно сюда. Ну а если же вы решили культурно провести эти выходные, то я советую вам посетить Остинский театр. Спектакль «Пара, деньги и любовь» 27 февраля, а 28 февраля спектакль «Ваша надежда». В кинотеатрах нашего города вновь премьера «Фокус». 5 марта театр «Амран» вновь порадует нас яркой, веселой и красочной программой. Ну а 28 февраля в концертном зале СУГУ пройдет долгожданный концерт финалистки шоу «Голос» Наргизы Кировой. В Егорском театре покажут горячее жгучее танго, в смысле спектакль «Танго нашей любви». А вы о чем подумали? Сегодня у меня в гостях замечательный и очень веселый человек, КВНщик, актер Эльберт Агаев. Эльберт, здравствуй, спасибо, что пришел в гости. А если бы ты не связался с КВНом, как бы выглядела твоя жизнь сейчас? Ну, если бы не связал жизнь, то было бы так вот, обычно тоже. То же самое, что и у всех, наверное. Был бы каким-нибудь спортсменом, потом бы просто работал бы и все. С недавнего времени у нас в Осетии появилось новое направление – стендап. Я знаю, что ты тоже участвовал в этом мероприятии. Расскажи, пожалуйста, как проходит, в принципе, этот процесс, как вы готовитесь, как вы отбираете шутки? Осетия очень любит во всякие новшества сейчас, вот в последнее время во все новшества выступать, то есть им нравится это. Если им нравится, то уже хорошо. У нас еще немножечко все-таки, если, допустим, выходит какой-то, скажем так, известное лицо какое-то, и оно начинает что-то жесткое, какую-то тему такую поднимать, то от него это как-то еще может исходить. А зрители вот видят кого-то впервые, допустим, в этом направлении, и от него они не будут ожидать это. Поэтому всех этих участников, молодых, новеньких, их как бы заставляли, что вам все-таки надо вот темы выбирать более мягкие. И с первого раза вас, естественно, когда зритель к вам привыкнет, тогда вы уже можете себе что-то позволять, что-то большее такое. Поэтому вот здесь вот так вот и было. То есть также на общих основаниях ты проходил кастинг? Конечно, их там Суслан Плиев, который вот занимался этим вот направлением, сейчас занимается стендапом вот у нас, он прям вот каждого по нескольку раз, и они прям и монологи переделывали, и он им говорил, что вот подумайте вот в этом направлении, и вместе с ними садился и дописывали, и что-то доделывали, допридумывали. То есть вот так, то есть так вот. Как, в принципе, сейчас в любой этой передаче, без редактуры и отбора, все равно такое вряд ли что-то пропустят. Поэтому вот так. Осетскому зрителю очень приятно было видеть тебя в роли Тимура в очень популярном сериале «Кухня». Скажи, пожалуйста, как ты туда попал и сразу ли согласился сыграть эту роль? Конечно, конечно. Наши ребята, которые были и авторами, и актерами команды «Пирамида», Аслан Гукаев и Аслан Сокуров, они, когда начали писать этот сценарий этого сериала, в общем, у нас вот появилась вот такая вот роль, и вспомнили про меня, просто позвонили и сказали, вот у нас, говорит, тут есть, мы, говорит, режиссеру про тебя рассказываем, но он говорит, что мне, говорит, все равно его надо посмотреть, ты сможешь приехать в Москву? Я сказал, естественно, смогу. Я, можно сказать, бросил все и поехал в Москву. Естественно, то есть такого, как меня спрашивали, то есть, говорит, блата не было? Я говорю, нет, блата не было, я все проходил, кастинг, все как положено, как и все. То есть я приехал, кастинг-директор меня отсняла, сфотографировала, какой-то монолог мы записали, мы приехали на место, на павильон, где начинал сниматься сериал. Вышел режиссер, она ему показала, все, он вышел, сказал, вы нам подходите, в общем, идите к костюмерам, мерите, видите, все, в общем, готовьтесь.
Я был несказанно рад, потому что до этого несколько раз тоже ездил на всякие кастинги и где-то, как мне говорит, и доходил до финала, но в финале режиссер выбрал другого, и вот поэтому, извини, так получилось. То есть, так что все было по-честному. Ну как у вас проходит съемочный процесс? Вот, например, недавно мы общались с Вадимом Салати, он нам рассказывал про сериал «Интерны», то есть там у них все очень строго, шаг вправо, шаг влево, расстрел. У вас на съемочной площадке импровизация приветствуется? Ну, присутствует она, потому что в любом случае это все-таки комедийный сериал, то есть если ты что-то добавил, даже одну сцену снимают с разных ракурсов, поэтому несколько дублей делают, то есть общий, меня отдельно, моего оппонента отдельно, то есть вот это вот, и в любом случае можешь за это время что-то вот, если импровизация, потому что автор на площадке по-любому присутствует, он следит за тем, что он, естественно, следит за сценарием и за всем этим, там сидит и редактор, она тоже следит. Тоже, конечно, ну, можно себе позволить, если это, конечно, да, то есть режиссер потом уже после дубля может выйти и сказать, да, вот так оставьте, так прикольно было, либо говорит, нет, не надо, вот как вот в сценарии, вот так лучше оставьте, то есть такое тоже присутствует. В ходе сериала у тебя появляется племянник. Скажи, был ли ты удивлен или рад, может быть, когда узнал, что им станет Назорбек Байцаев, тоже наш земляк? Ну, появился персонаж, то есть у сценаристов появился персонаж, что нужен племянник, вот, и, естественно, вокруг да около долго не ходили, естественно, сказать, что это будет Зауру. Я, например, очень обрадовался, да, когда позвонили, когда мне прислали сценарий, я стал читать, там появился племянник, я говорю, у меня появился племянник, я звоню Аслану, я говорю, Аслан, я говорю, а кто будет племянник? Он говорит, как кто? Говорит, конечно же, Заур. Я говорю, ну все, ну, потому что, ну, не знаю, потому что он мой друг, да, и потому что он мой друг, и он хороший актер тоже. Да, хороший племянник тоже. Раскрой, пожалуйста, секрет. У вас на съемочной площадке блюда на самом деле готовятся? Там на самом деле, да, там все для, ну, открой мне большой секрет, ну, все готовится, если там все натуральное, потому что, естественно, там бутафория не присутствует, потому что, как говорят, зрителей не обманешь. Естественно, все блюда, которые там готовят, там есть ребята, они участвуют в массовке, вот то, что там присутствуют, все, они на самом деле, они шеф-повара этого сериала, то есть их 3 или 4 человека, они вот реально, если вот там показывают, что какое-то блюдо готовят, это готовят они, вот руки их показывают, это готовят они. Такой секрет небольшой открою, да. Но при этом, при всем, все, кто играет поваров, в том числе и шеф-повара, и вот, ну, все эти повара, которые там на самом деле присутствуют, и всех отправляли на курсы поваров. То есть, если что-то надо в общем плане что-то все объяснять, они, думаю, они приготовят тоже блюдо. Да, они думают, да, такое же блюдо они смогут приготовить. А куда они потом деваются? Я не знаю, я ни разу не присутствовал при этом, куда они деваются, видимо. Я в следующий раз поеду на съемки, я обязательно спрошу, куда же девается блюдо. Эльберт, если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Это сложно. Я просто сейчас представляю, я бы нескольких людей спросил бы. Ну, не знаю. Я бы, наверное, хотел бы увидеться, не знаю, с Иисусом Христосом хотел бы увидеться. Потом, с кем бы еще хотел? Со Сталиным бы хотел бы увидеться. Я бы спросил, что за беспредел-то такое, как жить-то дальше, не знаю. Очень многих и очень давно интересует один очень серьезный вопрос. И я на правах ведущей позволю себе и задам этот вопрос тебе. Обувь под джинсы или джинсы под обувь? Я думаю, что все-таки джинсы под обувь. Все-таки, я думаю, да. А может и обувь под джинсы. Вот на этой веселой ноте мы, пожалуй, закончим. Спасибо тебе большое, что пришло к нам в гости. Буду рада видеть тебя у нас еще. Нет, спасибо вам большое, что меня пригласили. Творческих успехов вам и вашей передаче.